Поехал на встречу с друзьями и исчез. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как стали пропадать не только таджикские журналисты, но и обычные мигранты, и почему. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. После начала частичной мобилизации в России стали поступать сообщения об исчезновении работающих в стране таджикских трудовых мигрантов. Судя по информации, которую предоставили их родные и близкие, без вести пропавшим было от 20 до 30 лет. Родственники не исключают, что их принудительно отправили на войну в Украине. В посольстве Таджикистана в Российской Федерации сообщили, что родственники некоторых пропавших мигрантов обратились к ним за помощью в их поиске. Российские власти пока не подтвердили и не опровергли сообщения об исчезновении граждан Таджикистана на своей территории. Сообщения об исчезновении мигрантов из Таджикистана появились вскоре после того, как в Москве пропал таджикский мигрант Эхсон Аминзада. Это произошло вечером 10 октября. Близкие мигранта предполагают, что его, возможно, вынудили пойти служить в вооруженные силы России для участия в боевых действиях в Украине. Напомним, что российские СМИ сообщили, что 15 октября этого года Эхсон Аминзада вместе со своим сообщником после спора на религиозной якобы почве совершили нападение на своих сослуживцев, убив 11 человек и ранив 15. Российские власти подробности инцидента скрывают, и что произошло на самом деле в Белгороде неизвестно. 24-летний Акрамджон Шейсматов из района Рудаки также исчез 10 октября. Его тетя Сайора Азизова сообщила, что Акрамджон последние 3 года работал на овощном складе и пропал после того, как отпросился на пару часов для ремонта мобильного телефона. Акрамджон всегда сообщал о своем местонахождении, и планов поехать куда-нибудь у него не было. После его исчезновения мы обратились в милицию. Местный участковый сказал, что Акрамджон не пересек российскую границу. На днях мы сделали запрос в местный военный комиссариат, думая, что в тот день Акрамджон был доставлен в военкомат, и информацию о его местонахождении можно получить только там, говорит Сайора Азизова. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, их действительно выкрали для войны в Украине? Для войны в Украине. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. 20-летний Садам Садиров из Душанбе пропал 5 октября в Москве и с тех пор не вышел на связь с близкими. По словам родных, в тот день Садам сказал, что поедет на встречу с друзьями. 2 недели назад мы обращались в ГУМВД по городу Москва. Ответа до сих пор нет, говорит Хусумбону Назарова, мать пропавшего мигранта. Садам Садиров и его брат год назад выехали на заработки в Россию и работали в одной из дорожно-строительных компаний Московской области. Российские власти пока не подтвердили, не опровергли сообщения об исчезновении граждан Таджикистана на своей территории. В полиции обязаны принять заявление вне зависимости от срока, в течение которого с человеком нет связи. Родственники пропавших мигрантов не исключают, что их отправили на войну в Украину. Однако к нам никто по поводу принудительной отправки наших соотечественников в Украину не обращался, заявили в диппредставительстве Таджикистана в Москве. Каримджон Юрев, правозащитник, который специализируется на защите прав мигрантов из Центральной Азии и в России, сообщил, что вместе с коллегами расследуют факты пропажи граждан Таджикистана. Некоторые из мигрантов добровольно или какими-то путями оказались в рядах воюющих в Украине российских подразделений. Другую группу мигрантов российские строительные компании отправили на восстановление оккупированных территорий, в том числе города Мариуполя, говорит собеседник. Однако, по словам правозащитника, исчезновение некоторых мигрантов никак не связано с войной в Украине. В Россию на заработки приезжают много таджикистанцев, и ежемесячно к нам поступают сообщения об исчезновении 2-3 наших соотечественников. Правда, в последние месяцы случаи пропажи мигрантов участились. Некоторые из них спустя полмесяца сообщили, что находятся в Мариуполе. Мы выяснили также, что 2-3 из пропавших находятся в российской армии, добавил Каримджон Юров. Некоторые из граждан, которые ранее сообщали об исчезновении своих близких, говорят, что нашли их. Однако подробности они не рассказывают. Бурхани Сатор, житель Педжикента, 10 октября писал в соцсетях о пропаже своего 23-летнего сына Бахром Бурхонзада. 25 октября он сообщил, что 4 дня назад сын наконец-то позвонил ему. Оказалось, что он потерял свой мобильный телефон. Нам он позвонил с мобильного телефона своего друга и сказал, что находится в Москве, добавил Бурхани Сатор. Однако отказал нам в просьбе дать номер телефона друга сына, ссылаясь на разбитый экран своего мобильного телефона. По словам правозащитника Каримджона Юрова, после того, как по
посольство Таджикистана в России предупредило соотечественников об уголовной ответственности за участие в боевых действиях на территории иностранных государств. Мигранты стали более скрытными. Власти России не хотят, чтобы мигранты пользовались мобильными телефонами во время нахождения на украинской территории. К тому же, те мигранты, которые добровольно поехали в войну в Украину и у которых нет российского гражданства, не заинтересованы в том, чтобы об этом узнали другие. А люди, которых принудительно мобилизировали в российскую армию для войны в Украине, стараются во что бы то ни стало сообщить об этом своим родным и близким, рассказали правозащитники. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, что происходит на самом деле? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!